надо вводить карантин, необходимые условия для того, чтобы предотвратить распространение ковид, я это все понимаю. Но когда вводятся решения касательно там закрытия всего и вся, необходимо принимать во внимание последствия Но таких решений. компенсаторные вещи какие-то Я даже про принимать. компенсацию молчу, честно. Ну, типа 8 тысяч гривен. Не, ну, это, типа, да, ну давай, да. ну, типа, Лучше бы нет, молчали. Лучше бы молчали. Да лучше бы не было никакой компенсации, просто сказали, что там налоговые льготы будут, да, минимальные какие-нибудь, было бы классно. Ну и в принципе все, да. И там извините, что мы прокосячили. Ну окей, хер с вами, вы и так олени. Да, извините. же в эфире Да, я телевидения. прошу прощения. Да. Никто ничего Это не слышит. не было. Это все был этот продукт, фрукт, овощ. Это побочный эффект коронавируса. Да. Хоть сам Стальцев коронавирусом пока тьфу-тьфу не болел и, надеюсь, не заболеет. Потому что я-то, знаю, что это такое, никому не советую, как говорится. Да, в такая этом зараза. кафе не угощайтесь, где написано коронавирус. Но это не про него, не про Леню, потому что у Лени, если вы зайдете, там все чуть не с линейкой вымерено. Да не чуть, а с линейкой вымерено. Ну, мы очень педантично относимся, и даже после первого локдауна, когда все открыли, наша пиццерия, наверное, одна из очень немногих заведений. Да единственное, давайте Не-не-не, честно есть, скажу. есть такие же, да, отбитые, как и мы, у которых там все в масках, маски меняются, температура меряется каждому гостю. Сначала мы вообще просили всех гостей, да, это тоже, кстати, такой момент, мы как бы заведение общественного питания, мы не имеем права требовать. История про пиццерии, история про сервис, это когда ты делаешь все, чтобы человеку, который пришел к тебе, было комфортно. Поэтому говорить человеку: оденьте, пожалуйста, маску, это уже типа, ну, ломать полностью принцип работы, да, это уже не про хоспиталити. пришел. Да. Мы хотим сделать для вас все, что вам было хорошо, но одень маску или выйди отсюда. Ну, типа, некрасивая Условия история. ставить некрасиво. Да, это поэтому правда. мы сделали рекомендационный характер, вот, антисептиками у нас обставлено все, можно зайти и принять душ с этим Ну, антисептиком. у вас люди сознательные в основном, давай так говорить. Ну да. И так заходят, уже смотрят, все-таки это ветеранское заведение, особо не надо там баловаться. И у вас правила ветеранов висят на стене, так Ну, тоже кодекс, да, немножко так, я думаю, строго себя ведут люди. Ну, на самом деле у нас крайне единицы в год, наверное, заходят какие-то, знаешь, такие... Залетные. Ну да, залетные люди. А так, с улицы людей очень много заходит, которым интересно, которые первый раз. И, ну, типа, они, как правило, 99,9, все четко, красиво. И вообще очень приятно видеть, когда люди к нам приходят первый раз. Они же думают как? Типа, ветераны пицца. Стоит два типа в брониках на кухне, в камуфляже, один трохи поддатый, понял? И они разогревают пиццу из сельпо. И это продают, знаешь. И когда они заходят, видят атмосферу, видят сервис, чувствуют, а потом им приносят пиццу, типа, ну, это бесценно. Слушай, чуть отойду от темы, я хочу вернуться к коронавирусу потом. А у тебя не было мысли такой сделать, ну, в меню добавить какую-то действительно еду солдатскую? У нас даже была такая история, у нас было спешл меню пару лет назад, мы прям сделали, мы взяли сухпайки, купили и продавали их просто вот как по той же цене, по которой мы купили, для того, чтобы люди могли попробовать, типа, что это и как это. Но оно особо не пошло, и плюс, ну, что такое солдатская еда, Айдар? Ты в армии служил? Ну, я не служил, к сожалению, в армии, я представляю, я бывал, ну, знаю. Ну, типа, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, ну, типа, в пиццерии в центре города, тем более наших людей, українців, які відчували на собі там голодомор. У меня мама до сих пор говорит: хлеб не выкидывай. Говорю: мать, я не выкидываю. Послушай, ну типа, это... А ты выкидываешь, что ли? Это же что, нельзя. А что с ним делать? Голубям раздаю. Ну, а что робить? Что-то, да, но выкидывать ты нельзя. Понимаешь, что эта история, почему нельзя? Ну, потому что мне бабушка говорила, потому что она помнит. Почему? Вот. Потому что она помнит. Мы приходим к тому, что мы не выкидываем хлеб не потому, что это какая-то конструктивная история, а потому что бабушка помнит голодомор. Бабушка копит эти сухарики. Я до сих пор помню, как лет, наверное, в 9-10 в Гайсине, в Винницкой области, моя бабуля, царствие небесное, мама моей мамы, она хранила сверху все засохшие хлебушки. Честно, не знаю, что с ними происходило. На печке сушила? Не на печке, у нас квартира в Гайсине, ну типа не у нас, а у бабули была, и есть, сейчас там дядя мой живет. Это просто история, на антресолі эти сухари лежат, знаешь. Почему? Про всяк выпадок. Бо выкидать не можно, разумеешь? Ну типа, и все эти штуки, они до сих пор еще здесь. А почему нельзя? Вот так, как ты говоришь, бабушка говорила, а по сути, зачем он там лежит сверху? Плесень собирается, еще какая-то, ну для чего? Слушай, а вот мой отец, который, к сожалению, умер от ковида. Блин, я соболезную, я знаю эту историю, это ужасно. Он тоже делал сухари все время. Вот просто так уже, как бы он... Это уже сила привычки, понимаешь? Он не голодал сам. Ну, мы вообще уже забыли, послушай, ну что-то... Ты сейчас заходишь в супермаркет, ну ты меня извини, но там есть... Я каждый раз, когда захожу, честно, я удивляюсь, насколько
Ну, типа, вроде как у нас все плохо, а потом заходишь в супермаркет и понимаешь, что есть, ну, вообще все. Ну, вот хоть ты, ну, я даже не знаю, чего у нас нет. Есть абсолютно все. Абсолютно. Причем Украина это страна в своем роде уникальная, но я могу сравнить только с Италией. Вот из того, что я был, все абсолютно свое почти. Понимаешь? Много есть своего, Много очень своего. много. Да. Это очень сравнение видно, например, с той же Москвой, например, которую я как вспоминаю. Так, Да, ты же там жил. Там же уже хуже сейчас прилавки, но вот как я помню, да, там заходишь, там израильская, турецкая, египетская, здесь заходишь, здесь только экзотика иностранная, а все остальное вообще как бы наше. Ну, так а в чем Да. проблема? Это же хорошо. Наоборот, Это супер хорошо. хорошо. Я И все, стараюсь кто покупать приезжают, наше говорят, тоже. вкусно. А у тебя есть такой вот бзик, что ты свое берешь? Ну, не только еду, я имею в виду, не только. Вообще да. Ну, как бы это касается это касается ресторанов, в которые я хожу, заведения общественного питания. Там, ну, у меня это, наверное, уже не знаю, профдеформация. Я очень люблю и очень ценю качественный бизнес, назовем это так, да, качественные услуги, которые предоставляют по-честному люди. сделан, да? Да, И там, где качественно. владелец реально парится по поводу того, что происходит. Допустим, я хожу в зал в тренажерный. Я владельца вижу почти каждый день. Обычный парень занимается, пытается, оптимизируется, зал классный, цену делает опупенную. Ну, короче, круто. Грех к такому не ходить. К сожалению, закрылся маленький магазинчик, один из моих любимых. Там были такие околохулиганские шмотки, ребята из Ивано-Франковска. Причем они молодцы. Есть британский бренд, называется Weekend Offender, который всегда работал с нами через Москву, через Россию. Очень многие, я эту историю очень сильно хочу победить. И там парнишка один, он напрямую написал им и говорит: слушайте, я из Киева, русские, мы не будем выражаться, кто это, мы с ними работать не будем. Я есть представитель Киева и Украины, я единственный, я хочу работать напрямую. И он сделал так, что он единственный в Украине был официальным представителем этой одежды брендовой британской, без Москвы, без России. То есть Россию там опрокинули. Это ты не про матч рассказываешь? Не-не, Матиш это отдельная история. Но они, к сожалению, вот сейчас закрылись из-за короны и переезжают в Ивано-Франковск, потому что они были в центре города в Киеве. Вот, это печально. Это я просто говорю к тому, что, типа, какие бизнесы я выбираю, и я выбираю, Я конечно тоже, же, если свое. купить брюки, то давай украинскую. Слушай, Если купим это мою футболка футболку, Регата Клаб. Александр Матяш. Я в ней записываю свои блоги, я в ней хожу, потому что... Не потому что это футболка Регата Клаб, это важно, что она классная. Ну, типа, это реально опупенный продукт, она очень приятная, она стильная, ну, круто. И можно стирать много раз. Слушай, я стираюсь каждый день. У меня реально Матяш, когда я покупаю у нее вещи, он сразу говорит: это краш-тест. Я говорю: да, потому что я всегда стираюсь каждый день. Но он очень гордится тем, что он дает даже на трусы гарантию. Там Слушай, сколько ты это стирок. вообще, да. Звучит смешно, а на самом деле... Слушай, люди к нему пишут, там, типа, порвалось, не подошло. Он: все, да, делаем замену вообще без... Это отношения. Это круто. Мне Ну, нравится. таких Так. парней Мы надо, работаем конечно, так же. поддерживать всегда, да. Да, да. Но да. опять вернулись, вот ты вспомнил про ребят из Ивано-Франковска, вернулись мы к карантину. Вот у тебя там все вымерено, столы на расстоянии там 1,5 метра там, по оси, там все, значит, сидят не больше 4 человек. И ни по какому блату там не сядешь. Это я вот говорю, я заходил, когда вот 4 человека и все. Дальше, Это правда. Мы извините. даже несколько раз, мы даже приходилось немножко капельку, но ссориться с гостями. И ну, мы стараемся, мы все понимаем, мы дико извиняемся. И иногда мы делаем бесплатный стол, тут даем все бесплатно. Потому что вот такая ситуация, и мы понимаем, что мы сейчас гостям реально портим вечер. Поэтому мы делаем и бесплатную пиццу, там, бокал или бутылку вина на компанию. Ну, просим, пожалуйста, не садитесь вместе. Ну, да. Ну, пожалуйста. Просто войдите в наше положение, Да, ну и в свое да, тоже. да. Но Ну, потом такое. вы не остановили свою благотворительную программу тоже. Слушай, ну типа мы это делаем, это не такие большие деньги, это обычная тема. Типа, мы всегда Ну, отправляем пицца пиццы. для армии, да. Пиццы И для для армии, врачей, пиццы по-моему. для врачей. Пиццы в детский онкоцентр, типа, они всегда отдаются, и завтра снова патрулька повезет пиццы, потому что, слушай, ну цены копейки. Слушай, а ты в курсе, что в больницах происходит сейчас? Да, конечно. Ну и как? Слушай, ну, мы не готовы. Это ясный красный был вообще. Ну, то есть у меня даже не было иллюзий по этому поводу. Мой семейный врач, я отдельно не заключил с ним договор, но я попросил его, и он полностью обслуживает всех сотрудников моей пиццерии. Всех на связи онлайн. Если у кого-то есть проблема, он приезжает к человеку Ты домой, хотел про персонал спросить. делает тесты, ну, короче, типа, и полностью ведет всех моих людей. И он сказал сразу же одно: в больницу, если я скажу, тогда будете ехать. Потому что на сегодняшний момент короной, если кто-то болеет, то лучше болеть дома. Если с кислородом все нормально, если я вижу, что осложнений нет,
дома, отдыхайте, пейте водичку, пейте... Там же, Ну, типа, не лечится занимать он. чужое место, это же очевидно. Тут даже да. вопрос не в том, что занимать чужое место, а просто в том, что там больше рисков подхватить еще чего-то. И плюс, Да. ну, сейчас про сервисы больницы лучше даже не говорить. Так, Это кстати, у ужас. нас есть телефон, Viber, Skype, звоните, что у Лени спросить, не стесняйтесь. Тики на мать угайтесь. Он человек, как бы, практик во многих вещах. И вот про... Ну и вот карантин, да? Вот, наверное, по идее, так правильно, что чем раньше вводить локдаун, тем лучше. Вводили это так называемый карантин выходного дня, ну, ересь, на самом деле. Я прошу прощения. Я но, понимаю, послушай. Это лучше бы не делали. Это никак не помогло, это статистику не изменило вообще, мне кажется, совсем. По статистике вообще отдельная история. Крайне, мы же понимаем, что человек, допустим, заболел коронавирусом, теоретически, да, он же, если у него нету семейного врача, у нас у половины населения, даже больше, нету семейных Но он врачей. может не пойти, конечно. Он и не... да. То есть Зачем ему идти? половину Ему нужно умножает, идти в больницу, в которой он типа там где-то прописан, искать врача, говорить, вот он я больной. Только в том случае, если ему реально нужен больничный, на работу. Ну да. Да? И официально трудоустроенный. Тогда, Ну, то есть возможно, статистика, да, и тогда он попадет в статистику. А, соответственно, если нет, значит нет. И, соответственно, у нас показатели по заболеваемости, я думаю, побольше. Что касается выходного дня карантина, я до сих пор не понял этой истории. Она абсолютно никак не влияла, не влияет и вряд ли будет Но это влиять. выбивало 2 дня просто посещений кафе, да? Ну, типа, меньше из Кафе, 7 дней минус тренажерных 2. залов. Да. Ну, снова-таки, меньше из 7 дней. 2. Смысл? Ну вот я Какой? тоже, знаешь, я считаю, вот, может, я не прав, опять я твое мнение спрошу, как практика. Лучше рубануть один раз и победить ситуацию, да, как переломить ее. Ну, как в Израиле, например, как еще где-то. Просто вот 3 дня, все сидим дома, все или носим маски, ну, какие-то правила общие и строгие. Полиция, все дела. Вот 3 дня инкубационный период, плюс там, вернее, 3 недели, плюс болеют люди, ну, хорошо, месяц. Ну, там, налоговые льготы, как ты говоришь, но переломить ситуацию. Чем вот это, и оно и не переламливается, и вам плохо, и всем плохо. Вот как ты думаешь? Но все равно же локдаун не избежать. Вот они говорят все равно в правительстве, что все равно он будет. Конечно, будет. Скорее всего, будет 99%. Но что касается того, о чем ты говоришь, на сегодняшний момент идеального расклада по локдауну и результатам локдауна в государствах мира нету. Ну, где у нас классные показатели? Или где там? Британия, закрылись, окей, жопа. Вьетнам. Ну, дубка. И что? Вьетнам. Что во Вьетнаме? 15 больных на 100 Сколько? миллионов населения. Это на сейчас. Мы не знаем, да. правда это или неправда, как оно будет дальше, какая там густота населения людей. Есть огромное количество факторов. Но что касается локдауна, любое решение, которое принимает правительство, правительство это менеджеры огромной корпорации под названием Украина. Любое решение, которое мы принимаем, они принимают, должны просчитываться последствия. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Хотите вводить локдаун, вопросов нет, но сделайте это таким образом, чтобы был минимальный негативный эффект экономический, социальный, медицинский в том же формате. Ну, у нас такое ощущение, что, не знаешь, сидят типа выходные дни. Давайте это сделаем. попробуем, да. А еще вот это, а вот Слушайте, это попробуйте. попробовать, да. конечно, это все весело, но когда это все играет Знаешь, в так врач колоссальные... может тоже лечить. Знаешь, говорит, а вот теперь вот эту таблетку попробуйте. Да. Теперь вот эту попробуйте. И хирург, знаешь, там, давайте сегодня вырежем аппендицит через спину. Зачем? А попробуем. Вчера вот был тут Боря Бриль, врач, я тебя познакомлю с ним, он израильский такой практический врач, он многим тут советы хорошие давал, и личные. Вот он вчера в эфире был, и он прям в эфире сказал, что вот он послушал, что выписывают нашим, так сказать, вот людям. Он сказал, за это вообще-то я бы в суд на врачей подавал. Семейный да? врач мой говорит то же Да, самое. да, то же самое. То же самое. Антибиотики вот эти, которые Бред. вообще не от этого вида, да, Вообще все. бред Да, просто полнейший. чтоб было. Попробуйте вот это. А давайте еще вот это сожрете и все, да. Ну вот ты видишь, что в больницах происходит. Мне пишут это там вести с фронта, да. Я сам не был, но люди есть. Это отдельная история. И это все прям на тоненького. Вот еще чуть-чуть, и люди будут просто, скорых не хватит, люди будут просто в подъезд выходить, вот так раз склонился и задохнулся. Да? На улице шел и упал. Ну как в голода, я прошу прощения, но врач Не, один ну, сказал даже, что такое гипотетически, если будет заражение там вот статистических 100 тысяч в день, то такое возможно. Возможно. Да. Уже на сегодняшний момент там в некоторых моргах других городов там не хватает мест, и они типа там ложат тела людей там, где В придется. моргах не хватает. Послушай, но здесь снова-таки нужно понимать, какое количество смертей от ковида, какие есть причины. Как правило, это люди, у которых слабый иммунитет, есть хронические заболевания. Это
наши пожилые люди, наши мамы, наши Ну, и папы, в наши мире так, дедушки. да. Абсолютно. Соответственно, ну, такие, как ты, я, как мы, там, у кому там 30, 20, ну, у нас это все, если нету хронических заболеваний, проходит, у меня очень много знакомых уже переболело. У всех это было как грипп, больше всего они жалуются на то, что очень сильно ломало типа мышцы. Как в крепатуре, только сильная Ну и крепатура. долго. Ну и долго. Ну, типа долго, бывает, там да. 3-4 дня, да, но температура была по 2-3 дня, не больше, и там у кого-то 37, у кого-то 38. Но я говорю к тому, что это нормальная история. Но что касается вот этой группы риска, вот с же не группой отделишь, риска ну нужно как? что-то делать. Да. Я понимаю, Вот, но ты человек практический, и ты ситуацию видишь. Ты понимаешь, что маски надо носить, что вот этих вот ковидиотизмов и так все далее. у да? меня обязательно. Вот. Но вот расскажи свой вариант. Вот так спокойно, что бы ты сейчас, вот сейчас сидишь в правительстве, что бы ты сделал, учитывая, чтобы и экономика не умерла, и малый вот этот бизнес. Если бы я был сейчас в правительстве, Да, на что какой-то посаде, Да. я бы собрал пресс-конференцию и подписал бы заявление про увольнение, потому что я не способен принимать такие решения. У меня нет компетенций, у меня нет знаний, у меня есть навыков, и я, простите, но я отвечаю за то, что я делаю, и за то, что я говорю. Соответственно, если бы я сейчас начал рассказывать, что бы я, как я Леонид Остальцев, младший сержант, владелец пиццерии, о чем мы Ну, говорим? слушай, я тоже профессиональный журналист, Ну, типа- в своем роде. Я у тебя сейчас спрошу по-другому. Ну, просто. спроси, Ты не спроси. сможешь не ответить. Давай, давай, Знаете, переформулируйте давай, вопрос. давай, пожалуйста. Вот вас звали в правительство или куда-то? Вот На тебя? выборы, да, конечно. Нет, на совет по коронавирусу. Нет. А что, был совет вот по нет, коронавирусу? в идеале я понимаю так, что вот если бы я был министром ответственным за что-то, за Так. это, думал о принятии решений, я бы собрал представителей бизнеса с одной стороны, и который отвечает за свои коллективы, за налог, ну, за все, да, мало, средний, крупный, и представителей больниц, врачей, практикующих, Так. менеджеров медицины, скорая помощь там, и так далее. И вот в разговоре с этими двумя людьми, которые непосредственно сталкиваются больше всего страдают от этой проблемы, я бы пришел к какому-то компромиссному варианту. Вот если бы ты сидел среди людей за этим столом, какие бы идеи ты предложил бы правительству в борьбе с коронавирусом? Ты понимаешь, задача правительства заключается в том, чтобы не идеи собирать, а решения принимать, Ну, так, продуманные. помоги им, скажи им, что Тогда нужно. пускай попросят о помощи. Ну, я тебя прошу, вот скажи им публично, что нужно сделать. Это не история, ты понимаешь? Попросить о помощи, это значит попросить помочь в определенном аспекте. То, что говоришь ты, это значит сделать за них. Я не могу, потому что у меня нет снова-таки знаний, навыков, компетенции. Одна из наших проблем это то, что каждый из нас почему-то считает, что он кожен президент. Вот мы получили кожен президент. Не кожен президент. Каждый должен быть на своем месте. Лично я для себя делаю выбор такой. Мне уже не раз предлагали идти в политику. Я сказал нет. Я занимаюсь бизнесом. Тогда, когда я пойму, что я могу зарабатывать на протяжении месяца энную сумму денег, которая позволит мне быть полностью независимым от обезьян, от олигархов и от прочих, извините меня, нехороших людей, тогда, возможно, я приму решение идти в политику, и я посвящу этому всего себя, а не на полшишки. Сегодня я приду на один срок, там, вот не получилось, ай ладно. Вот мы имеем Айланда. Ну, типа, политика это также, это профессия. Но это продолженная ответственность. Обязательно. Извините, Я да. не могу так говорить. И тем более, типа, играть в игру, если бы до колебы, я вообще не люблю. Я люблю, пришел, увидел, сделал. Не сделал, обезьяна. Ну, Ты уж прости. Нет, но маски бы... надо... Я считаю, вот мое мнение, что Маски за отсутствие носить. масок, если ты в общественном месте без Вообще было бы хорошо ляща давать. Да. Ляща. Да. И в новостях сейчас читаю очень много конфликтных историй в общественном транспорте. Кто-то не хочет одевать маску. Всегда есть какие-то люмпены, извините меня, конечно. Всегда есть какие-то недалекоглядні люди, які вважають, щоб ти розумів, у нас є до сих пор категория населения, которая считает, что COVID-19 это выдумка и конспирологи, У нас понимаешь? 40% в стране О, Господи, начинается. У меня сейчас будет людей, сердце. которые сказали, что даже бесплатно не будут прививаться от ковида. То есть они либо в него не верят, либо же они думают, что с ними этого не будет, либо они в легкой форме, а кто после этого умрет, там старики или там кто-то старый пожилой больной, ну как бы это и не мое дело. Ну вот Не моя ж мама, не мой же слушай, папа. ну как Дай бог, конечно. Вот скажи, не дай как бог. ты живешь в одной стране, где каждый четвертый идиот? Объясню. Я прошу такой Нет, я вспомнил эту историю, знаешь, типа, когда солдат у боженьки просит, боженька, не так, типа, чого ви найбільше боялись на війні?
Довбодятлев. Да, вот то же самое здесь. На самом деле, я хочу прорекламировать своего семейного врача Юрочку. Он мне прописал великолепные таблетки, которые я пью по одной штучке. Они с рецептом, но не наркотические, самые простые, успокоительные. И я вот стараюсь успокаиваться. То есть от идиотов есть средства чисто медикаментозные. Слушай, ну типа я пробовал по-другому, но работа, тренировки, таблетки, задачи которых немерено каждый день возникает, это помогает не обращать внимания или стараться принимать тот факт, что в моей стране живет огромное количество людей с каким-то, не знаю, очень низким IQ, с каким-то невменяемо раздутым эгом, при котором, знаешь, там человек считает, что он пуп земли. Ну, короче. Вот, кстати, да, можем долго об это этом и такой говорить. диагноз тоже. У нас есть телефонный звонок, вот это палец, когда поднимаешь, значит, телефонный звонок. Чик. Да. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Леониду Астальцеву. Алло. Слышите меня? Да, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Федор, Днепр, спасибо вам за злободневную актуальную передачу. Это волнует сегодня, конечно, каждого тема. Но самый важный аспект, скорее всего, тот, что наши люди здесь совершенно безответственны. И любое мероприятие просто утонет в безответственности нашего населения. Это тоже правда. Но это ваша реплика, а вопросов нет у вас? Нет вопросов? Ну, это реплика вопрос. Ну, а скажите, а как, вот подождите, сейчас Леня ответит, но я уточнить хочу. Уточни. А как можно, ну, слушайте, люди во всем мире, много безответственных людей в мире, в других странах тоже, в Швеции тоже, да, там и так далее. В США там смертность громадная, вот надо же как-то, как бы критикуя, предлагаю, у вас есть какая-то идея, как повысить эту ответственность? Вот сейчас, в критический момент, реально, без шуток. Если бы была идея по этому поводу, то, наверное, были бы идеи тогда вообще, как в Украине жизнь лучше сделать. Вот мы так устроены. К сожалению, это факт. Ну, знаете, это просто констатация, конечно, которая ни к чему не ведет. Да, вот спасибо за звонок. Есть что-то сказать по этому поводу? Не, я соглашусь. Ну, наверное, здесь и будет работать тот самый пресловутый естественный отбор. Не будет. Почему? Ну, потому что он не будет естественным. Потому что этот дурак, он же не только за себя отвечает. Он является частью экосистемы? Он является частью передачи вируса. Неважно. Он является частью населения планеты Земля. Значит, это и есть естественный отбор. Премию Дарвина. Вот тебе то же самое, только в более больших масштабах. Факты говорят о том, что Айдер, я понимаю, не те, кто... Я понимаю, но я на самом деле не вижу и не понимаю, вот, допустим, как повысить ответственность людей. Ты знаешь, я когда подготавливал блог касательно Конституции, и выборов, я прям написал, что люди обязаны принимать взвешенные и ответственные решения, когда они идут на выборы. И они обязаны нести ответственность за тот выбор, который они делают. Меня это немножко смутило, и я попросил человека, который в этом разбирается, юриста и политолога Серегу Гусовского. Я говорю, Серега, так и так, говорю, вот такой расклад. Он говорит, Леня, а почему ты забираешь у людей конституционное право быть... идиотом? Аминь, можно, да, так сказать? Нет, идиот — это политическое определение изначально. Человек, который не ходил, не учился в политике в Афинах. Да. А дебил? Тоже нет? Нет, дебил. Нет. Идиотом. Вот говорит, зачем, почему, какое ты имеешь право забирать у людей вот это их святая конституционная, это их право. Ну, типа, ты за это воевал, чувак. Ну, типа, не смей этого делать, не можешь. И я думаю, и правда, не могу. И здесь та же самая история. Ну, там, где мы начинаем ограничивать людей, там, да, знаешь, это может очень быстро перерасти в какую-то историю, там, нехорошую. Особенно учитывая наше прошлое, Советский Союз. Мы же любим, знаешь, прийти и ждать. Вот мы сейчас ждем, когда придет Мессия. Да, и ты знаешь, вот эти люди, которые говорят, что они не будут 40%, на халяву привьются. Вот, слушай, вот это, мне кажется, две стороны одной монетки. Знаешь, вот советской, вот пятака советского. Да, дай бог, если же даже У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда, і задавайте вопрос. Добрий. Добрий вечір. Я хотіла вас питатися, телефоную з Івано-Франківська, я телефоную. Дивіться, у нас тут ковід дуже сильний, розумієте? І я хотіла спитатися пана Леоніда, він працює в ресторані, наскільки я зрозуміла, в Києві. Чи йому траплялись такі люди, які йому так просто в очі і казали, що це все видумано, там бізнесмени борються з містом під
займаються в бізнесі, і так вони таку, ніби таку башню створили, що ніякого коридору. Якщо є такі люди в нього попадали, він безпосередньо робить, працює з населенням, з пересічними обивателями і так далі, то я би хотіла спитати його, як він їх не перевиховує, а їх з ними говорять, що це неправда, що це дійсно ходяча смертність, це дуже серйозно. І як взагалі молодь ставиться до цього? У мене буде батька каже, мама, це бізнесмени, це боротьба їх один з одним, а ми, я кажу, подивись, люди вмирають. Ні, це все видумано і переважно у нас молодь, ну от наша місцева молодь, теж дуже скептично ставиться до цього. Хоча в нас тут на Заході, ви знаєте, Івано-Франківськ займає 3-е місце або 4-те після Одеси і так далі. У нас дуже серйозна справа з ковідом. Прошу відповісти, якщо дякую. Величезно. Це Івано-Франківськ, да, був? Ну, Якщо я не помиляюсь, да? Да, просто погано було чутно Да. спочатку. Дякую, дуже круте питання. Ти знаєш, у мене, наприклад, моя команда – це дуже молоді люди. Хлопці, дівчата. І якщо бути зовсім відвертим, перед першим локдауном, коли у мене було загальне, я раз в місяць роблю таке собрання зі всіма своїми співробітниками, я прошу їх висказатися там, що їм подобається, що не подобається, деякі є проблемні питання, в яких я, як власник, маю бути задіяним. Так от в кінці всього собрання я попросив чесно відповісти, хто не вірить в те, що коронавірус – це типу реальна хвороба. І одна людина підняла руку. Одна. Єдина. Там дівчинка, неважливо. Після локдауну вона повністю змінила своє ставлення. Я думаю, що це, ну, типу, результат, не знаю, якоїсь мозкової активності адекватної. Але насправді, извините, я на русский, на украинский. Ну, короче, достаточно просто посмотреть в Ютубе. Есть такая история, антипрививочники наши, святые, помнишь? Так это ж те же самые люди. Это ж те же самые да. люди. На сегодняшний день, слава богу, что управление Ютуба приняло очень правильное решение, что они больше нету коммерческой составляющей в подобных видео. На них зарабатывать нельзя. Раньше много зарабатывали. Раньше вся слушай, тур идет сотнями тысяч просмотров. Идиотизм Да. этот, прости меня, Господи. А потом начинается, знаешь, короче, к сожалению, никак мы это не можем победить. Можно только диалогом. Но снова-таки нельзя забывать, что когда мы вступаем в диалог с идиотом, да, то очень важно вовремя остановиться, потому что он затянет на свою сторону, а там Вот опытом как ты задавит. определяешь вот эту грань между... Ты вторую часть фразы же помнишь, да? Говорит, убеждением можно, говорит, но убеждением и кольтом еще лучше. Да? Слушай, это вообще отдельная Это ж история. ты любишь эту фразу 100%. Очень, да. но она неприемлема к... Мы должны четко понимать, что есть оппоненты, у которых другая точка зрения, и в силу того, что мы живем в цивилизованном мире, мы должны общаться, мы должны взаимодействовать, и мы должны брать во внимание, что наш оппонент идиот. Мы можем, да, использовать это слово? Оно нормально. Можем, оно так. Да, типа оно подходящее. Вот. И, соответственно, когда я вижу, что вот человек именно такой, я просто прекращаю общение и, как правило, не продолжаю его, да и все. Но у меня в моем окружении таких, нету. Они попадаются, когда они, знаешь, заходят там, я говорю, так, ты здесь лишний, он, все, понял, я ушел. Они не близкие люди, знаешь, типа мимо проходящие трамваи. Но смотри, ты известен еще, кроме своих блогов, там, видео, достаточно очень хороших, я бы сказал. Я только начал сейчас снова их писать. Слушай, а как вообще? Ты же никогда этим не занимался в жизни, да? Да, просто захотелось. Мне Виталий Дайнега посоветовал, типа, говорит, давай попробуешь. Ну, у тебя получается реально круто. Мне нравится эта история. Но я очень долго не писал из-за короны, потому что вообще не было ни настроения, ничего. Я что-то ждал вдохновения. Потом я позвонил Казарину, говорю, Казарин, я говорю, вдохновения жду полгода. Он говорит, а ты что, на тренировки ходить тоже вдохновения ждешь? Говорю, то есть ты сейчас намекаешь? Он такой, ты все правильно понял. Я говорю, я пошел писать. Он такой, молодец, давай. Потому что журналистика Я пошел написал. и такое проявление, как блогерство, это не про вдохновение, это надо работать. Это надо работать. Я вот, понимаешь, почему-то я, не знаю, себе такие отмазки нахожу, я что же человек. Но я быстро исправляюсь. Вот мне Казарин сказал, вперед. Я пошел, написал, записал. Завтра буду новый писать. Да. Не знаю, мне нравится эта история. Нет, все правильно. Тем более ты здравые вещи себе говоришь. Стараюсь. Надеюсь. Да. Если будет фигня, скажете. Слушай, у нас вот, даже если не будет фигни, скажут. У нас Facebook, значит, лучше не заходить. Это как коронавирусный барак просто. Вот на тебя набрасывается куча людей, которые, не зная тебя, там, начинают... У меня Facebook, я понимаю, что это история про безответственность, потому что, написав ручонками своими шаловливыми, ты не будешь смотреть человеку в глаза и не будешь нести ответственность за слова, которые ты говоришь. И это очень сильно балует людей. И они начинают позволять себе разные вещи. Я в Фейсбуке, за все время, что я нахожусь в Фейсбуке, я ни разу не позволил себе написать то,
что я не могу сказать в лицо оппоненту, или там не могу И подтвердить призвать к тому, какими-то... в чем не можешь принять участие лично. Лично, Да. аминь, да. Ну, то есть, вот я этого себе ни в комментариях не позволяю, ни уж тем более в текстах, да. И неважно, там, кому адресованы мои тексты, там, Портнову, Усику, не имеет значения. Каждому из них я готов в глаза сказать все, что я думаю касательно них. Вернемся к этой теме Да. ответственности и отвечать за свои слова. У нас звонок телефонный. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда? Задавайте свой вопрос. Тут еще вообще не должен быть кем-то поделиться. Я считаю лично, что тот, кто бережно относится к детей, он никогда голода не будет чувствовать. Хотя я редко, когда 10% кстати, навидишь. Дуже погано чути вас. Ви можете повторити? Сказал о том, что администрация Трампа дала Украине оружие после Обамы и Байдена, которые, заключив закрутку, дали Путину карт-бланш на нападение на Украину. Ведущего это просто выворачивает наизнанку. Спасибо. Трамп уже не президент с 20 января. Что мы будем его обсуждать? История покажет, кто что там дал. Ну, Которые, заключив закрутку, дали Путину карт-бланш. другое мнение, у меня такое мнение, что вот он дал Джавелин, и при этом политическая поддержка Украины была слабая, и антироссийская политика была слабая у США. Но у вас другое мнение. А ты за Трампа или за Байдена? Ну-ка давай отвечай. Хорошо. За кого голосовал? Хорошо. Да не голосовал я. И, в принципе, мне было очень интересно наблюдать за историей, которая происходит в Америке, потому что у них происходит то же самое, что и у нас. Но Вот хоть ты тресни, Ну, ты- технологии да, те да, же. Да. И, знаешь, и почему-то все вот эти протрамповские реплики, конечно, они есть и по-английски, но как-то по-русски их как-то слишком много. Вот, Каких? вот за Трампа. За Они- Трампа? Да. Я не анализирую. Слушай, у Ну, меня... хорошо, это моя история. Ты тебе так как некогда, журналист, я да, ты анализирую, занимаешься и окей. видишь это все. А у меня просто... Ну вот это Трамп стал религией примерно как вот отрицание щепления, да? Серьезно? Да. Это печалька. Вот они также отрицают результаты выборов в США. Все подтасовано, говорят бывшие советские люди на языке своей родины матери. Прям. И уверенно так Мене говорят. вообще да. умиляють російськомовне населення, яке вболіває за Росію Да. зі Сполучених Штатів Америки. Да. Бо так цікавіше, розумієте? З Брайден-Біч. Так Брайтон-Бич, Израиль, долларами. Эстония, Берлин. Очень любят они родину. Да, любят, очень. Да. Но почему-то в другой стране любят родину. Про ответственность. А тебе не кажется, что вообще, вот ты сказал про фейсбучную ответственность, что вообще сейчас время, когда люди вот приходят на выборы, когда ты говорил о том, что надо сознательно голосовать, я думаю, черт, это же нужно со школы объяснять человеку, что тоже ты думал об обязательно этом. должен идти голосовать, подумав перед этим хотя бы один день. То есть вот со школы, с детсада. Что такое в твоей жизни выборы? Рассказывать прямо в день выборов детям. Они не могут голосовать, но ты вырастешь, и ты будешь голосовать. Вот местный депутат за это отвечает, вот президент за это, вот парламент за это. И вот тогда, к 16-18 годам, возможно, даже у тупых родителей вырастет ребенок, который скажет: не, мам, пап, вы не правы. Вот мне тут в школе, в детсаду, там в старших классах раз в год у нас были уроки, где рассказывали, как я должен голосовать, алгоритм заложить в голову. Даже, может быть, не шибко интеллектуала. В Америке тоже не шибко интеллектуалы. И в Англии всякие люди есть, да? Везде такие Да. же люди, как и у нас. Но это точно надо делать вот каждый день. Но согласен? Да, со временем Ну, так и будет. Ну вот это иначе нет. А как-то еще? Никак. Вообще, тебе не кажется, что наша жизнь сегодня это история про безответственность, когда, ну, я даже Россию брать не буду, где каждый посетитель пивной благодаря телевизору стал геополитиком, который вместе с Путиным... Слушай, каждый да. второй таксист в Україні – это не реализовавшийся президент, который знает четко. У него есть алгоритм дій, Да. команда, они все там в этом вайбере. И он может прийти и навести порядок. Но А ты читал сегодня «Вайберы заказ. таксистов»? А? Ты читал «Вайберы таксистов»? Нет, это у меня тоже А нет чьи времени. «Вайберы таксисты» читал? А, ничьи не читал. Это я просто тебе Кто-то говорю. читал, выкладывал в Фейсбуке, так смешно. Прям переписка премьер-министра. Так и с есть. Господом Богом. Да. И там Боженька выходит себе виноватый, знаешь, такой: простите, ребят, извините, я не знал. Да. Хорошо, закончили патетику. Про ответственность. Вот скольких людей ты вызывал на реальный поединок? Вот после На того, какой? как они что-то там в Фейсбуке написали. Никого. Подожди, ты же с Усиком хотел встретиться, по-моему. Я ему говорил о том, что я постоянно повторяю о том, что если что, приходи в гости. Могу сказать тебе лично.
Вообще не проблема, да. И даже была история, что он приезжал под пиццерию. Мне звонил мой курьер, говорит, приехал Саша Усик. Говорю, так пусть ждет, говорю, я же не знаю, ну типа, что он Ну да. хочет. Говорю, сейчас подойду, спрошу. Он подошел, а он под пиццерией стоит, фотографировался. Типа, что ты к Лене приехал? Он говорит, нет, я так просто приехал. Он час постоял и уехал. Но я же не буду... Что, фотографировался на фоне вашей бандеровской фашистской пиццерии, что ли? Нет, у нас Нет? не бандеровская, не фашистская. У нас Да просто ладно, в ультра- патриархате, как в лавре там, так говорят. культивирую, как там, ультранационалистичные идеи культивирую или Конечно, что? культивирует. Да, я вот прям целыми днями и ночами сижу и культивирую. Портнову я говорил, и Портнов это для меня вообще отдельная история. Это недоразумение, я считаю, должно покинуть территорию нашего государства, и оно не должно, именно оно не должно ездить, потому что оно ездит только с охраной. Это личный адвокат, юрист Януковича. Это автор очень ужасных схем, которые были проведены в 2013-2012 году, которые на сегодняшний момент можно квалифицировать как попытка конституционного переворота. Ну, то есть это человек, который потерял связь с реальностью уже очень давно, и я не вижу, как его можно приземлить в эту реальность, кроме как перенести его каким-то образом в другую реальность, вообще, знаешь, типа в параллельную куда-нибудь. Вот. Либо чтобы он поехал туда, где он хочет и чьи интересы он отстаивает, к Виктору Федоровичу в Ростов. Но, понимаешь, там он как бы будет тунеядствовать. Его работа тут. Вот задание тут, да, ну вот реально он каким-то обладает весом, он что-то курирует сейчас, этот человек? Я не знаю, но живет он Но с если той живет информацией... кто-то, это как бы вот, Возможно, он типа занимается историей избиений. Я не удивлюсь, если администрация, офис президента, ОПУ сегодняшняя так или иначе, потому что он реально талантливый юрист. Этого нельзя, это нельзя убрать. Что такое талантливый юрист в Это нашей человек, реальности? я тебе Решала, объясню. извини, пожалуйста, у нас решал называют талантливыми Смотри, юристами. Но есть нет. талантливый юрист, но без моральных принципов, с отсутствующей наглухо позицией касательно патриотизма минимального, да, что я гражданин Украины, значит, наверное, я буду отстаивать интересы этой страны. И, соответственно, я не могу априори работать в интересах Российской Федерации, которая напала на мою Украину. Понимаете? Там это отсутствует. Поэтому юрист, он талантливый. Как человек, он идиот. Можно так говорить? Да, можно. Что касается Александра Услика, он талантливый боксер. Талантливый. Он чемпион мира, он красавчик, он тренируется. Я занимаюсь боксом 1 раз в неделю. Это колоссальный, титанический, катастрофический труд. Но что касается его как гражданина, он полностью и целиком находится под влиянием Московской церкви. Мы потеряли человека, Вот его именно, нет. смотри, он же внешне изменился. Ты вот... Слушай, достаточно посмотреть просто интервью его крайние. Его природа не хочет. У него видно, как у него бегают глаза, как у него двигается лоб. Это настолько открыто все, что он сам не верит в это. Я не знаю, может, они там держат его родителей в заложниках. Честно, не знаю. Умеют работать с людьми, что Неважно. называется, да. Но на сегодняшний момент Саша ведет себя как самый настоящий манкурт. Знаешь, это люди, которые забыли напрочь корни своего народа, свое прошлое, и не понимают, кто они есть. Это ужасно. Для меня это для меня это как личная трагедия, знаешь, потому что Ломаченко и Усик — это 2 человека, которые могли бы стать Мухаммедами Али. Слава только... Украины. Там, Слушай, тут даже вопрос не в славе Украины, вопрос просто в том, чтобы быть просто гражданами своей страны в очень непростое и тяжелое время, когда другое государство на нас напало. Не в открытую, в скрытую. Слушай, сколько еще можно раз объяснять, что у нас война? Я уже никому не говорю. Если человек этого не понимает, для меня это уже все. Кому запрещен вход в твою пиццерию? Нету таких. Нет, по формальным признакам, я не говорю личности, вот Иванову, Петрову запрещено. Нету Кого таких. ты не рад там видеть? Нету таких, ты понимаешь? Как нет, зайдут, начнут гимн России петь, я вот про это тебе говорю. Зайдут, пускай зайдут и споют. Посмотрим, что будет. Приглашаем. Я не буду приглашать таких Слушай, людей. у нас были разные. Это, знаешь, это снова возвращаемся к тому, что сама история пиццерии и сама история той деятельности, которую мы ведем, она про гостеприимство. Я бы даже, наверное, сказал, что если к нам зайдет какой-то нехороший человек, возможно, мы его накормим, возможно, мы его накормим, мы качественно обслужим, мы сделаем все, чтобы он ушел довольный. Что с ним будет за территорией моего заведения, не могу сказать. Я понял. Думаю, что люди, кому надо, все услышали. Вот. Но на территории пиццерии у нас нету ни драк, не дай бог, никаких выяснений отношений. Это место, куда люди приходят отдохнуть. Я не помню, как это назывался, в Ветхом Завете, по-моему, были какие-то специальные города, в которые там мог прийти, допустим, преступник,
прям негодяй. Мгм. И в этом городе он был в полной безопасности, потому что ну, правила там, этого города или там, этой общины небольшой говорили о том, что пока он находится в стенах этой темы, ну типа вот этого помещения, там, либо этой локации, его никто не имел права трогать. И даже те, кто там хотели ему отомстить, знали это и все равно его не трогали. Но только он выходил за территорию, дальше уже там боженька решает. Знаешь, есть... Я забыл, как называется эта тема, мне она очень понравилась Интересно, давно. вспомнишь, потом расскажешь. Есть такая тема, ну, она там такая попсовая, типа, о чем говорят мужчины, да? Мгм. Ну, о чем Это говорят... кино, да? Да, какое-то кино, я же забыл, да. Да, старый фильм. Я его Российское смотрел какое-то. еще до того, как Ну, был весь этот да, движ да, да, старый. но я не про это. А вот о чем говорят ветераны? Ты же знаешь, вот сейчас. Ветеранов, ты понимаешь, типа... Не, ну что-то их объединяет. Они все разные люди, я понимаю. Абсолютно. Но что-то их объединяет. Во-первых, что их объединяет? Ну, не просто слово «война», да? Ощущение ответственности какой-то, я не знаю. Ну, За державу обидно, я не знаю, как это там... Ты знаешь, не могу говорить. Не могу по одной простой причине. Во-первых, я не могу говорить за всех, что говорят ветераны. Это слишком такой, О знаешь... чем говорят твои друзья, которые приходят тебе в кафе? Вот. Это, на этот вопрос могу Ну, сказать. так я и хотел. Александр Матиш делает новые штаны. Да, блин, я же не Переживает про за штаны. державу. Я же Слушай, я не тебе серьезно говорю. У меня есть, типа, Мгм. очень небольшой пул моих знакомых, близких ветеранов, да, друзей, могу их назвать друзьями, с которыми я общаюсь, коммуницирую, с которыми я могу проводить время. Что касается рабочих всяких историй с ветеранами, то, ну, я в работе. Ну, моя работа — это моя жизнь, потому что я люблю Я эту по-другому тему. опять задам вопрос. Давай. О чем по общественно-политической повестке Ага. говорят твои друзья, ветераны войны с Россией сейчас? Ага, сейчас, да? Да. Коронавирус. Идиотские понятно. решения власти, которые влекут за собой ну, колоссальные финансовые потери для всех, и, ну, для всех без исключения. Ну, для абсолютно хорошо, всех. это я соглашусь. Сейчас действительно Да. на первом месте это война такая же, да? Но, Это да. вообще это никуда не уходило. Просто сначала мы всегда говорили о том, что у нас происходит на фронте. Сейчас уже более актуальная история — это ковид. И снова-таки мы возвращаемся к историям, которые происходят на фронте. Что на фронте Связываемся сейчас? со своими по-разному. Ну, снова-таки, я говорить не буду, потому что те, с кем я общаюсь, ну, типа, они Нет, просят прямо... Ни в коем да. случае. И мои просят. Да, Вот мои поэтому- знакомые, кто служит, они говорят, только не говори где, Да. но что происходит. Вот скажи, что происходит. Вот у нас сейчас как это называется? Не перемирие, это называется прекращение огня временное, да, так называется, разведение. Вот что в реальности? Все равно стреляют. Все равно убивают. Снайперы. Главное, самое ценить, что работают снайперы. Это Работают просто... не только снайперы, работают все. Есть позиции, в которые там по 300, по 400 метров друг от друга. Да, сейчас война перетекла в историю со снайпингом. Ну, типа, да, от снайперов умирают наши парни. К счастью, не знаю, можно ли так говорить, но противника погибает больше. Но, снова-таки, мы должны понимать все четко, и мы это понимаем, что любой такой конфликт, война, замороженная эта история, она потом взорвется. Ну, типа, и для меня очень наглядным примером был Нагорный Карабах. Мгм. Как долго они были в состоянии замороженного движа. Казалось, это вечно. Знаешь, казалось, Нет, это вечно, не да, и вечно. всё. Ну, Да. понимаешь, это в принципе вечно не будет. Ну, никуда, но это как нарыв. Он никуда не уйдет до тех пор, пока ты с ним не решишь. Ну, не пойдешь к врачу, не вырежешь. Так, либо договоришься, либо Обязательно. там как Но в любом угодно, да. случае тебе придется с ним что-то делать. Просто так оставлять нельзя. Если ты, ну, типа, когда мы так делаем, оставляем на потом, там разберемся, главное, что хлопцы не гинуть, вопросов нет. Ну, типа, политика президента на сегодняшний момент касательно того, чтобы не гибли люди, она очень правильная с точки зрения политика, Гуманитарной, да. гуманности, да. Но с точки зрения военной, хорошо, мы делаем сейчас типа прекращение огня, но в это время мы должны делать что? Создавать новые виды вооружения, создавать план, стратегию. Мы должны работать в этом направлении. Ну, эшелонированную оборону, например. Там еще Что-нибудь. что-то. А делается это? На жаль, не могу похвастаться такой информацией. Мгм. Не могу. Особенно, что касается, снова-таки, послушай, ну, давай вернемся к коронавирусу. Решения, которые принимаются, они обдуманные. Они, знаешь, вот мне кажется, Они что все решения, инфантильные. которые принимают сейчас, они, давай не будем словом инфантильные, они сиюминутные. Вот там я не вижу стратегии ни в чем. Ситуативные, да. вот. Ну, журнал «Новое время», я их очень сильно люблю, типа, они, ну, нормальные ребята, как ты считаешь, нравится тебе «Новое время»? Не? Ах ты жук. Ну, неважно. У них, типа, есть рубрика «Вопрос недели». Нет, И у вот- них есть хорошие вещи, Да, конечно, да, да. И объективно. они, типа, иногда пишут мне и спрашивают, типа, там, вот, Леонид, о чем вы мечтаете? Вот что бы вам хотели, что бы вы хотели сейчас, вот сию минуту? $1 миллион, там, не знаю, там, еще что-нибудь. И ты знаешь, я посидел, подумал и говорю, я мечтаю на сегодняшний момент иметь стратегию государства Украины.
развитие, стратегию и понимание. Потому что все эти ситуативные истории на здесь и сейчас, а давайте мы здесь сделаем так, а потом мы сделаем так, а потом мы сделаем так. Это не работает. Нам нужна стратегия, нам нужно понимание, куда Вот нам движение двигаться. в НАТО записали даже Конституцию. Послушай, не дай оно бог, придет оно какая-то есть? обезьяна, его потом снова перепишут. Ну, типа, я не знаю. Нет, но это вряд ли перепишут. На это у нас есть ты. Извини меня, который в тире тренируется. Великолепно. Да. То есть мы сейчас говорим в прямом эфире о государственном переводе. Не, зачем, о каком переводе? Если враг придет каким-то образом к власти, то вы не дадите, я знаю, что вы Мы не будем дадите. ничего делать. Государственного переворота не будет. Это будет просто... Хорошо, да. Очень у нас такой эфир между Леонида строк. Славцева, российскую... Прекрасно. Ну, а что? Так. Что мы напутали? Ничего мы не Все, напутали. Нет, все супер. Я просто... Хорошо, у нас осталось 2 минуты, друг мой. Можно передать привет маме? Да, Я шучу. передай привет маме. А чё? Мамуля, я тебя люблю. Спасибо тебе большое. Да. Я тоже Я последнее присоединяюсь. время, ты Спасибо, знаешь- Спасибо маме. Я понял, что я очень плохой сын. Я не покупал маме никогда цветы. Вот серьезно тебе говорю. Я буквально месяц назад ехал домой и думаю, я говносын. Я вот прям так себя перед ней называю. Говорю, мам, я говносын. Говорю, ты супермама. Я начал сейчас ей раз в неделю по-любому покупать какие-то цветы. Пусть как правильно. Все. Знаешь, Блин. как плохо, когда некому купить цвет. А вообще отдельная история. Да, это... Молодец. Вот все так же, как... Да, конечно, молодец. Я всю жизнь 32 года ничего не дарил, а на 33-й годик я понял, что я, ну, типа... Что-то ты Ну, лучше просветлел на поздно. 33 года. Лучше да. поздно, чем никогда. Тут да. Хорошо. Ну, вот что же, у тебя минута, буквально, что же будет с Родиной? Это вообще плюс-минус, оптимизм, пессимизм, чем это все Я закончится? всегда оптимист. Всегда. Мой стакан всегда полный. Во всех отношениях. На самом деле я сравниваю... Смотри, это вопрос сравнения. Нельзя сравнивать себя с кем-то другим. Правильно? Это неправильно. Себя только с самим собой можно Именно. Я должен быть сегодня лучше, чем вчера, а завтра я должен быть лучше, чем сегодня. Правильно? Я живу по такому принципу, в принципе. Это принципы моего проекта, моей работы в бизнесе, в моих отношениях, во всем. Качество моя стрельбы. задача, да, моя задача расти. Что касается государства Украины, то если мы обратим внимание на то, что было до и то, что есть сейчас, то мы поймем, что мы что? Мы находимся в процессе роста. Да, Нравится, не нравится, так или иначе, у нас идет планомерное развитие. Неважно там такое, но в самом худшем случае лучше лежать в этом направлении плашмя, Чем идти в противоположном. чем деградировать, да, и Это, кстати, Казарин хорошо откатываться. сказал. У него есть один образ, который очень люблю. Какой? Паша Казарин, когда Я он люблю сказал, его вообще, Казаряна. что все-таки наш эскалатор едет в нужном направлении. Да. Вот. И это важно. Потому что, знаешь, мы всегда сравниваем себя с Европой, с Америкой. Чего мы себя с Угандой не равняем? Ой, Чего мы ты не знаешь, я равняем себя с уточню, что Африкой? в Уганде. Может, А? там все нормально в Уганде. я же Нет, не там, знаю. к сожалению, нет. Ага. Буквально вчера читал. Я просто говорю о том, что мы почему-то равняем себя с теми, у кого все хорошо, но это не всем правильно. Да. Ну что сказать, вот глядя на такого гостя, как Леня Стальцев, я могу еще более уверенным голосом произнести свою фразу, которую всегда теперь буду заканчивать свой эфир. Русский рейх будет разрушен. Крапка. А я, наверное, скажу аминь. До побачення. Дивіться АТР. До новых встреч.